В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах. В Оренбурге проводится массовая эвакуация. Уровень воды в реке Урал за последние несколько часов поднялся на 40 сантиметров. Якутяне продолжают оказывать помощь жителям Оренбуржья. В пункт сбора помощи приносят теплые вещи, воду и продукты. Столичные коммунальщики тем временем испытывают новые способы борьбы с лужами. Расскажем, какое ноу-хау внедряют специалисты. Порядка 10 тысяч вакансий представили на ярмарке «Работа России». Она проходит сразу в нескольких крупных городах региона. Борьба за лавры первенства в 8 весовых категориях. Якутские кикбоксеры выявляют победителей и призеров республиканского турнира. В Оренбурге продолжается эвакуация населения. В городе звучит сирена в связи с ухудшением паводковой ситуации. Эвакуируют при этом жителей ЖК «Гранд-парк», поселков Куйбышево и Солнечный, 23-го микрорайона, улиц Уральская и Денгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок. По словам мэра города Сергея Салмина, в реке Урал уровень воды поднялся до 11 метров 43 сантиметров. В целом за последние сутки уровень воды поднялся на 40 сантиметров. Также за сутки в городе подтопило 995 приусадебных участков и 361 дом. На данный момент общее число пострадавших достигло 4963 домов. Из подтопленных территорий вывезли еще 88 человек, в том числе 9 детей. Сейчас в пунктах временного размещения находится 165 человек. Неравнодушные якутяне продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей, пострадавших от наводнения населенных пунктов в Оренбургской области. Ежедневно горожане приносят комплекты постельного белья, подушки, одеяла, средства гигиены и многое другое в пункт сбора помощи в Доме профсоюзов по адресу Курашова, 24, кабинет 405. Сегодня свой вклад в общее дело внесли сотрудники УФСИН. Они передали продукты длительного хранения, средства гигиены, электрические приборы и другие необходимые товары. Коллектив УФСИН России по Республике Саха-Якутия регулярно участвует в благотворительных и волонтерских проектах. Сегодня мы привезли в открывшийся в городе Якутске пункт сбора гуманитарной помощи, продукты длительного хранения, средства гигиены, электрические приборы и другие необходимые товары. Все это мы приобрели для людей, которые пострадали от паводка в Оренбургской области. Искренне надеемся, что наша помощь поможет им справиться с непредвиденной ситуацией. В 54 российских регионах объявлен пожароопасный сезон. Из них в 15 действует особый противопожарный режим, при котором запрещены даже прогулки по лесу. Около 90% всех лесных пожаров весной – дело рук человека. По предварительному прогнозу, повышенная вероятность возникновения лесных пожаров летом из-за температурных аномалий и осадков возможно на севере Уральского, Сибирского, Приволжского федеральных округов, северо-западе Якутии, востоке северо-западного и северо-востоке Центрального и Уральского федеральных округов. Шквальный ветер до 23 метров в секунду и мокрый снег прогнозируют синоптики Якутии в эти выходные. По прогнозам, в субботу на юго-востоке и востоке региона местами пройдет умеренный снег. Температура ночью с 13 на 14 апреля будет в пределах минус 15, минус 20 градусов в центре. В западных, арктических и северо-восточных частях Якутии минус 20, минус 23, минус 28 градусов. В северных районах ночная температура ожидается в пределах минус 30-35 градусов. В Якутске завтра днем минус 4, минус 6 градусов без осадков. В воскресенье минус 3, минус 5 и также без осадков. Снижена грузоподъемность на региональных ледовых переправах через реку Лену. Понижена грузоподъемность проезда транспортных средств общим весом до 30 тонн на ледовом автозимнике Хатасы-Павловск и сезонной дороге Кангаласы-Сотинцы до 20 тонн на территориях Якутска, Мегена-Кангаласского и Салданского районов. Напомню, за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность. В Центральной Якутии планируют закрыть ледовые переправы с 15 апреля. В этот же день из Якутска начнут курсировать катера компании «Лена Транс». Бригада начнет работу в 20-х числах месяца полноценно. После воздушной подушки «Леновод-сервис» будут курсировать по переправам Якутск, Нижний Бестях, Кангаласы-Сотинцы и Хатасы-Павловск. Тарифы компании при этом сохранятся на уровне прошлого года. Билет на одного пассажира будет стоить от 2000 рублей. При сложной обстановке на воде стоимость проезда может повыситься до 2500 или 3000 рублей. Суда на воздушных подушках будут работать ежедневно по графику с 7 утра до 8 часов вечера.
Всероссийское онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий продолжается. Якутия в этом году представляет 67 объектов из 17 муниципальных районов. Как изменятся городские территории в следующем году, обсудили сегодня в республиканском правительстве. В ходе встречи отметили, жители Якутии голосуют активно, больше всех проголосовали в Верхневилюйском районе. При этом есть и отстающие по числу голосов. Это районы с большой агломерацией – Нерюнгринский, Ленский и Якутск. Напомню, за последние 5 лет в регионе благоустроили 68 общественных пространств и 144 дворовые территории. Проголосовать может каждый житель республики до 30 апреля на сайте 14.городсреда.ру. И в продолжении темы благоустройства, только уже городских дорожных артерий. Якутские коммунальщики продолжают борьбу с лужами, главной проблемой апрельского потепления. В этот раз к ним на помощь приходят самые современные технологии. Какие, расскажет Вероника Таюрская. В Якутске потеплело, а значит, появились лужи, требующие незамедлительной откачки. С начала сезона силами коммунальных служб было пропарено свыше 13,5 тысяч погонных метров водоотводных труб. Всего к работе привлечено 10 насосных станций и 34 ассенизаторских машин, в числе которых и машины жилкомсервиса. Сейчас у нас идет интенсивная откачка. У нас на линии работает около 18 машин, выходит каждый день. Откачиваем порядка 1000-1200 кубов в сутки. У нас есть реестр заниженных мест, это более 200 адресов, то есть это весь город покрываем и каждый день отрабатываем. Несмотря на то, что заявка по откачке лужи была подана по улице Ленина, сотрудниками жилкомсервиса и мэрии Якутска была выявлена еще одна лужа, откачка по которой ведется в настоящее время. По меркам сотрудников жилкомсервиса эта лужа является довольно-таки средней по глубине. И мы сейчас можем наблюдать, как происходит откачка воды. В целом за вчерашние сутки у нас территориальными органами управления откачано свыше 1300 кубометров. Также МУП-жилкомсервисом 1200 кубов. Сейчас мы находимся вот на Тимирязево-Сродной перекрестке. Дорабатываем вчерашнюю оттайку, чтобы у нас ситуация нормализовалась. Прием заявлений по откачке талых вод осуществляется через единую диспетчерскую и через социальные сети. Кроме этого, в нынешнем году предприятие «Жилкомсервис» получило доступ к городским камерам видеонаблюдения, позволяющий точно определить нахождение луж. В предыдущие годы какая проблема была? Приходит заявка, мы ее отрабатываем, потом она приходит повторно. То есть мы машину отправляем, и тем самым бывает такое, что мы на сухое место отправили машину. Это называется холостой рейс. И чтобы такого не было, мы получили доступ к камерам, и перед тем, как отправить машину на заявку, мы обязательно ее проверяем. То есть диспетчер смотрит по камерам 24/7 круглосуточно и уже определяет, есть ли там вода или нету. Если воды нету, соответственно, мы эту машину отправляем уже по другому маршруту. Тем самым мы экономим ГСМ, время и, конечно, улучшается работоспособность АСМа. Всего за зимний период на снежный полигон вывезено свыше 670 тысяч кубометров снега. Но несмотря на это, битва за сухие места продолжается. Вероника Таюрская, Джоустан Иннокентьев, Якутск. В Якутске состоялась пресс-конференция по громкому делу о гибели известного журналиста Татьяны Васильевой, известной по творческим псевдонимам Симакова. Трагедия произошла 15 сентября 2021 года на перекрестке улиц Жарницкого и Семена Данилова. Напомню, тогда на регулируемом пешеходном переходе водитель манипулятора сбил насмерть велосипедистку, которой переходила дорога. Отмечу, что за этот период родственникам дважды было отказано в возбуждении уголовного дела. В данный момент адвокат совместно с родными и близкими Татьяны Симаковой добивается отмены о прекращении уголовного дела и о проведении дополнительной автотехнической судебной экспертизы. Во время пресс-конференции было озвучено, что родственников погибшей журналистки не извещали о ходе следственных мероприятий, а водитель манипулятора проходит по делу как свидетель. Также стало известно, что за 2,5 года следствия не было найдено очевидцев. Постановление, которое было вынесено, да, оно полностью идентичное с первым постановлением об отмене, об отказе в возбуждении уголовного дела. Поэтому мы считаем, что целый год следователи вообще не работали. Просто взяли и распечатали первое же постановление. Мы считаем, что это вообще верх несправедливости.
По инициативе Фонда сохранения и поддержки природного и культурного наследия «Эффект мамонта» в августе этого года в Якутии состоится масштабная научная экспедиция по исследованию палеонтологических и археологических находок мамонтовой фауны. Научная арктическая экспедиция будет работать в зоне вечной мерзлоты на территории поселка Белая гора Абыйского района. Партнерами проекта выступят Русское географическое общество, Академия наук Якутии и Новосибирска, ведущие научно-исследовательские сообщества. По итогам экспедиции будет снят документальный фильм. Мы обсудили нашу предстоящую экспедицию в августе этого года. Мы планируем, наверное, самую крупную за всю историю нашего фонда экспедицию за ископаемой мамонтовой фауны. Это уникальная находка. Она была найдена несколько лет назад. Были взяты пробы, и ученые подтвердили, что да, это тот самый уникальный материал, с которым можно работать впоследствии с целью клонировать ДНК. С одной стороны, нужно урегулировать вопросы, связанные с добычей, с ее полной легализацией, установлением правил, для того, чтобы не нарушалась дополнительно природная окружающая среда. И, во вторую очередь, поддержка со стороны регионов, федеральной власти, для того, чтобы большее число наших жителей ознакомилось с тем, что такое мамонт, какие дары он до сих пор нам дарит, и внести это в некий бренд арктический, для того, чтобы все знали, почему они могут поехать, например, в Республику Саха-Якутия. В Высшей школе инновационного менеджмента сегодня собрались эксперты в области строительства. Цель встречи – обменяться опытом и осмотреть действующие строительные объекты в Якутске. По инициативе Министерства строительства региона такой формат проходит впервые. Слет прошел на разных площадках, где у каждого из спикеров была возможность выступить с предложениями или проблемами. Каждое обсуждение, безусловно, вопросы. Есть компетентные специалисты, которые могут на все эти вопросы ответить. И, повторюсь, есть нововведения, которых, конечно, все равно надо при живом общении более обточить, как это можно сделать, как это обойти или как это сделать так, чтобы минимизировать потери, которые у нас, к сожалению, имеют место быть. Это наше короткое лето, короткий строительный сезон. Сегодня, тем более, у нас в строительстве есть нововведение тем, что мигрантов будет мало, да, и в этом плане, конечно, мы должны все равно найти трудовой ресурс. В столице республики выбрали лучшего профессионала в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года». Он проводится уже 4-й год подряд и направлен на повышение престижа педагогических профессий. В течение нескольких конкурсных этапов преподаватели и участники проводили открытые уроки по своим дисциплинам группе незнакомых студентов колледжей и техникумов. В итоге победителями стали мастер производственного обучения Алена Анохова и педагог Амгинского лицея Алена Быстрова. Они поедут защищать честь республики в Тюмень. Когда вышло положение, я прочитала и думала, что я смогу участвовать в этом конкурсе, да, и подала свои то, что наработанное. И я очень рада, что удостоилась премии Николая Ивановича Афанасьева, выдающегося педагога, исследователя, можно так назвать, потому что он очень много работал, очень много делал для подрастающего поколения. Ежегодно 12 апреля в России отмечают День космонавтики. Именно в эту дату в 1961 году советский летчик-космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, совершившим полет в космическое пространство. Его продолжительность составила 1 час 48 минут. Во время нахождения на орбите Гагарин поддерживал связь с Землей, вел наблюдения в иллюминаторы, контролировал работу систем корабля «Восток-1». Я кедр, вас понял, немало сходное положение занял, поэтому несколько задержек. В этот праздничный день президент России Владимир Путин присвоил звание Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. Высшие награды, как сказано в документе, присвоены за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции. Якутия, между тем, также была причастна к полету Гагарина в космос и по сей день продолжает вносить свой вклад в изучение космоса и развитие космических технологий. Что сближает республику и космос сегодня, расскажет моя коллега Надежда Саханская.
Он сказал «поехали» и взмахнул рукой. Казалось бы, первый полет человека в космос был уже более полувека назад, однако до сих пор в нашей стране ежегодно проходят различные мероприятия, связанные с этим историческим событием. Наша республика неразрывно связана с темой космоса. Основная достопримечательность маленького села в Усть-Алданском районе – школьный музей авиации и космонавтики, уникальная коллекция которого начала пополняться еще в советское время экспонатами из легендарного «Звездного». В 1972 году при Депчунской средней школе Иваном Даниловичем был открыт кружок ракетомоделирования. В октябре 1974 года им организован был музей космонавтики, который стал первым в республике музеем космонавтики. Также у нас есть 8-метровая модель ракетоносителя «Союз», которая была сделана руками кружковцев. А в архиве НВК «Саха» сохранились редкие кадры визита летчика-космонавта Валерия Быковского в Якутию. Космонавт под номером 5 29 июня 1965 года прилетел в нашу республику со своей супругой Валентиной. Они стали почетными гостями ЭСЭХа в Мегино-Кангаласском районе и фестиваля молодежи в Мирном. Свой визит в республику космонавт отметил словами «В северном Якутске теплее, чем в космосе». Не обошлось и без забавного случая. Валерию Быковскому подарили оленьи рога, и он в шутку сурово посмотрел на супругу. И вот тогда пришел черед смутиться дарившим такой необычный сувенир. Космонавт Олег Кононенко, которого уже можно назвать амбассадором якутской культуры в космосе, поздравил якутян со знаменательной датой. Напомню, что это тот самый летчик-космонавт, который во время полета в космос брал с собой якутский хамус и играл на варганном инструменте на борту Международной космической станции. Помню, как во время своего второго космического полета в 2011 году я захватил с собой национальный якутский музыкальный инструмент хамус, изготовленный народным мастером Риворием Чамчоевым Чамчоу-Ус. Весил он всего лишь 70 грамм, а вместе с футляром 90, и идеально вписался по своим параметрам в требования космической программы. Когда я впервые услышал настоящее звучание хамуса в исполнении детей, был восхищен и поражен. Если честно, то к тому полету я готовился особенно ответственно. Наряду с другими тренировками взял несколько уроков игре на варгане, внеся тем самым в предполетное мероприятие еще одно выступление для коллег-космонавтов. И несмотря на то, что с каждым годом первый полет человека в космос все дальше от нас, важно помнить, какая огромная работа была проделана, чтобы это свершилось. И, как говорил Константин Циолковский, Земля – колыбель человечества, но не всю же жизнь лежать в колыбели. Профессия космонавта достаточно сложная и требует, безусловно, определенных навыков и знаний, как, впрочем, и любая другая специальность. В ее освоении помогают специалисты и ярмарки вакансий. Одна из таких работает в Якутске. Какую профессию там можно получить, расскажет Александр Хавренко. В этом году в Якутии зарегистрирован исторический минимум по количеству безработных. Для трудоустройства якутян в республике действуют различные программы и проводятся мероприятия. Одно из таких – это региональный этап всероссийской акции «Трудоустройство. Работа России». Безусловно, ждем эффекта самого главного – это чтобы наши жители нашли возможность трудоустроиться, нашли возможность реализовать себя, и каждый работодатель смог найти того самого нужного для себя сотрудника. Вот такого формата мероприятия, когда может быть открытый диалог соискателя с работодателем, он дает еще больший эффект, и мы, получается, достигаем тех результатов еще эффективнее. На ярмарке представлены вакансии предприятий, работающих в таких сферах, как медицина, транспорт, силовые структуры и производство. Ну и, конечно же, промышленный сектор, где одним из главных работодателей в Якутии является группа предприятий «Алроса». В том числе головная компания «Алмазы Анабара», ЕПТА, «Алмаздортранс», «Алроса спецбурение» и другие. Компания «Алроса» заинтересована в специалистах, прежде всего, основного горно-обогатительного профиля по рабочим специальностям проходчиков, механизаторов различной техники, слесарей по обслуживанию автомобилей и оборудования. Нам нужны инженеры также горного профиля, а также конструкторы, сметчики, специалисты по надежности, по планированию
спектр профессий, востребованных в компании, очень широкий. Идет подбор кадров из различных регионов нашей страны, но в первую очередь из Республики Саха. Мы заинтересованы именно в трудоустройстве местного населения. Большим блоком на ярмарке представлена сфера образования. И это не только вакансии в учебные заведения. Ведь именно Министерство образования отвечает за профессиональное обучение и подготовку кадров, а также будущих специалистов. Так как мы готовим кадры, то, конечно же, мы представлены здесь нашими выпускниками. 33 средних профессиональных образовательных учреждения направили своих выпускников этого года для того, чтобы на этой ярмарке каждый из них мог выбрать себе профессию по душе и, конечно же, предприятие, организацию, где в будущем он будет работать. Свободных вакансий на рынке труда в Якутии достаточно. Главное сделать правильный выбор и найти себе дело, которому готов посвятить себя полностью. Власий Сергеев, Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Найти работу мечты помогают и жителям Нерюнгри. О вакансиях в угольной столице расскажут наши коллеги. Найти работу мечты, освоить новую профессию, пройдя обучение, пообщаться лично с работодателем. Такая возможность была у нерюнгринцев в центре занятости на ярмарке вакансий, которая вызвала большой интерес как у работодателей, так и у горожан, ищущих работу. Наше мероприятие прошло одновременно на 3 площадках. Это ярмарка вакансий, на которой было представлено 19 работодателями более 2000 вакансий одновременно. Это ярмарка учебных мест. Южно-Якутский технологический колледж и Нерюнгринский медицинский колледж рассказали о своих программах на 24-й учебный год, 24-25 учебный год, провели мастер-классы для выпускников школ, для любого желающего. Специалисты по подбору персонала промышленных предприятий района подробно рассказали участникам ярмарки о специфике работы в той или иной профессии, условиях труда и дали необходимые консультации для успешного трудоустройства. Эльгинское месторождение активно развивается. В настоящее время запущено 5 обогатительных фабрик. Поэтому мы очень заинтересованы в привлечении активных, энергичных, целеустремленных людей для работы в нашей команде. И такие мероприятия, как ярмарка вакансий, позволяют нам как раз-таки трудоустроить работников. Поэтому мы благодарны ярмарке вакансий за такую возможность. Очень большой интерес ярмарка вакансий вызвала у школьников старших классов, для которых были организованы профориентационные мероприятия от Южно-Якутского технологического колледжа и медицинского колледжа города Нерюнгри. Лично мне здесь понравился медицинский блок, так как в данном симуляторе, который можно реанимировать человека, помогает нам осознать важность нашего существования и помочь другим, суметь помочь другим. Лично моя детская мечта – это стать врачом, хирургом, поэтому думаю, да, я получу некое впечатление и в будущем, может быть, я стану медбратом и начну свой тернистый путь медика. Всего на ярмарке вакансий приняли участие 19 предприятий района, а ознакомиться с предлагаемыми вакансиями пришли около 300 человек. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутске кикбоксеры выявляют победителей и призеров турнира памяти Альберта Иванова. Борьба за лавры первенства проходит среди взрослых и юношей в 8 весовых категориях. Подробности знает Дарья Короленкова. Турнир собрал на ринге спортивного комплекса «Юность» около 80 участников из Якутска, а также из Хангаласского, Усенского и Намского вузов. Бои проходят в формате 3 раунда по 2 минуты. Организаторы отмечают высокую явку спортсменов. Для республики это очень большой показатель, так как уже давно по кикбоксингу столько участников не собиралось. Участвуют взрослые и юниоры. Определение сильнейших проходит в дисциплине лоу-кик. В поединке данной категории разрешены удары ногой по внешней и внутренней сторонам бедра. При этом нанесение ударов в колено или в икроножную мышцу запрещено. Несмотря на это, у участников имелась возможность продемонстрировать весь боевой арсенал. Занимаюсь сам кикбоксингом, можно сказать, с первого курса, прям, чтобы выступать на соревнованиях. 2 года, значит, уже. И коронный удар я бы назвал в голову, в корпус и боковой в голову. Моя любимая комбинация. Так как кикбоксинг является одним из самых жестоких видов единоборств, на поединки спортсмены выходят в защитной экипировке. По кикбоксингу 2 года уже не выступал, но думаю, за 2 года мы покажем нормально. Расскажи, что на твоих ногах? Это защита для голени, для подъема стопы,
щитки так называемые, чтобы не травмировать. Поролон, скорее всего, не знаю, покрытие какое-то кожаное. На соревнованиях выступают и девушки. В мире единоборства они чувствуют себя уверенно, ничем не уступая мужчинам. Этот спорт значительно повышает уверенность в себе и укрепляет силу характера и физическую выносливость, стабилизирует работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Я считаю, что кикбоксинг – это не только мужской вид спорта, потому что и девочки могут сильно бить. И этот спорт очень красивый, интересный. В рамках первого соревновательного дня будут выявлены все пары финалистов в 8 весовых категориях. Ну а поединки за золотые медали пройдут уже завтра. Дарья Короленкова, Илья Сыромятников, Якутск. Такое видели уходящую пятницу наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в дальнейших эфирах.